Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Привлечение резервов. В республике расширили перечень дополнительного снаряжения и оснащения мобилизованных и добровольцев. ГИБДД «Ураганные хроники». Служба дорожной безопасности Якутска получила новые автопатрули. Расскажем подробнее. Ритуальная реальность. В Якутске завершается строительство первого в республике крематория. Зона поддержки. Наши коллеги расскажут об оказании помощи людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Друг человека или опасность, подстерегающая за углом. Как в Нерюнгре решается вопрос с безнадзорными животными. Дадим ответы на эти и многие другие вопросы. Паромная переправа из Якутска до Нижнего Бестяха будет работать до 31 октября. Сроки закрытия сдвинуты в связи с теплой погодой. На сегодня для работы на переправе привлечены 11 паромов. Перевозки выполняются по мере накопления. Также продолжается работа на 4 переправах реки Вилюй. Предварительный срок закрытия – 29 октября. Отцов двоих детей при условии беременности супруги освободили от мобилизации. Также от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов. Министерство обороны приняло решение освободить от призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации отцов двоих детей при условии, что срок беременности их супруги не более 22 недель. Кроме того, в директиву Генштаба внесена поправка, согласно которой от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье. Ну а в республике расширили перечень дополнительного снаряжения и оснащения мобилизованных и добровольцев. Об этом сообщил руководитель Госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков. На основании заявки военного комиссара республики будет обеспечено выделение из республиканского резерва материальных ресурсов. Это фильтры для воды, бензопилы, громкоговорители, палатки, генераторы. Также для участников спецоперации в республике организовали отдельную горячую линию, по которой военнослужащие смогут круглосуточно обращаться для оперативного решения вопросов на территории проведения военной операции. Во-первых, данные телефонные номера предназначены только для участников специальной военной операции, а именно для бойца, который в любое время суток мог обратиться по этому номеру для решения серьезных проблем, которые возникают при проведении специальной военной операции. Это повторюсь о том, что данные номера только для наших бойцов. Продолжается регистрация заключения брака мобилизованных в ускоренном порядке. Всего по республике в ускоренном режиме зарегистрировано около 450 браков. Напомним, с начала мобилизации регистрация брака военнообязанных со своими избранницами заключается в день подачи заявления. Также производится круглосуточная регистрация браков с выездом в распределительный пункт поселка Кангаласы. Помимо вышеперечисленных мер, сотрудники ЗАГСа оказывают финансовую помощь, отправляя денежные средства в благотворительные фонды поддержки военнослужащих, участников спецоперации. Сегодня на переднем фронте нашей защиты мужественные мобилизованные мужчины. Меры по их поддержке, которые приняты согласно решениям руководства страны и республики, они очень своевременны. Но сегодня мы не должны оставаться в стороне. Сегодня эта поддержка на наших глазах становится действительно всенародной. Также мы оказали материальную помощь нашим сотрудникам, коллегам, сыновья и мужья которых мобилизованы. Ну и буквально в субботу я иду шить балаклавы. Ну а дети участников специальной военной операции могут бесплатно отдохнуть в круглогодичных детских лагерях Якутии. Путевки могут получить дети от 6,5 до 18 лет. Сегодня рассмотрено уже 38 заявлений на получение такой путевки. Об этом заявила первый заместитель министра образования и науки республики Алевтина Аргунова. Бесплатные путевки в детские лагеря предоставляются на основании заявления одного из родителей или законных представителей, поданного в офисах МФЦ «Мои документы» или через электронный портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru. В своем заявлении родители указывают контактные данные своего ребенка и уточняют, где хотят получить услугу. Мы предоставляем ему на выбор
Это летние путевки во время летней оздоровительной кампании, это лето 2023 года. И кроме этого у нас есть при Министерстве образования 2 круглогодичных центра. Это Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» в городе Якутске и Сир-Уз-Тарас санаторий, который у нас находится на территории Сунтарского района. К другим темам. На 42-й внеочередной сессии Городской думы республики был рассмотрен вопрос о внесении изменений в решение о бюджете городского округа город Якутск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Решение было принято единогласно всеми депутатами Якутской городской думы. Стоит отметить, что были утверждены рекордные цифры бюджета столицы, а именно 27 миллиардов рублей. Изменения в первую очередь касались муниципальных программ, также непрограммные виды деятельности нашего городского округа. И стоит, наверное, отметить, что депутаты Якутской городской думы активно работают с окружной администрацией и главой города Якутска в плане поддержки семей военнослужащих и участников специальной военной операции. Сегодня в Якутске на службу в ГИБДД были торжественно переданы 5 автопатрулей, оборудованных новейшей системой фиксации «Автоураган». Подобные комплексы только начинают внедряться в госавтоинспекции, и Якутия стала одним из первых регионов страны, где будут применяться ураганы. Подробнее о новинке расскажет мой коллега Александр Хавренко. Якутия стала одним из первых регионов в России, где приняты на вооружение в ГИБДД мобильные комплексы «Автоураган». 5 автомобилей уже заступили на дежурство в столице, но в будущем руководство автоинспекции планирует направлять патрульные автомобили с комплексом «Ураган» на работу и в другие районы республики. У нас протяженность автомобильных дорог республики очень большая, например, 14 тысяч километров. Мы нигде не можем их камеру стационарные комплексы устанавливать. Мобильный комплекс, он именно является при движении, движение может фиксировать именно скоростной режим, и другие виды правонарушений. При помощи комплекса можно фиксировать все правонарушения, которые могут возникнуть на дороге. Несоблюдение скоростного режима, езда без пристегнутого ремня безопасности, разговор водителя по телефону без использования гарнитуры. Также камеры комплекса по номерам могут найти автомобили, числящиеся в угоне, или водителей, лишенных прав на управление транспортом. Данный комплекс имеет 6 камер, получается 2 спереди, 2 по бокам, слева-справа, и 2 камеры, получается, сзади, которые, опять же, смотрят не только прямо назад, а чуть левее, чуть правее, от автомашин, можно сказать, автопатруля. Самое главное в работе «Автоурагана» – это то, что фиксация нарушений происходит в непрерывном режиме, как во время следования автопатруля, так и во время стоянки. Подобные комплексы должны снизить количество дорожно-транспортных нарушений. Про места расположения стационарных комплексов водители прекрасно знают, а вот патруль с «Автоураганом» может появиться в любое время и в любом месте. Александр Хавренко, Дюлус Иннокентьев, Якутск. Тем временем один человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля УАЗ скорой помощи, которое произошло в Мирном вечером 26 октября. Как сообщили в региональной госавтоинспекции, водитель скорой был пьян. Водитель скорой помощи двигался с включенным проблесковым маячком на запрещающий сигнал светофора. На перекрестке он совершил наезд на автомашину ВАЗ-210-74, водитель которой двигался на зеленый. От сильного удара оба автомобиля совершили опрокидывание с проезжей части дороги. Пассажирка скорой помощи была доставлена в больницу с ушибом ноги и травмой носа. Возбуждено административное расследование. Первый выпускной состоялся в Ленском бизнес-инкубаторе. 2 резидента после 1,5 лет работы в стенах учреждения покинули стены и готовы строить свой бизнес самостоятельно. Евгений Комарицын и Оксана Кайгородова отработали на базе бизнес-инкубатора 1,5 года из максимально возможных 3 лет. За это время молодые люди научились азам ведения бизнеса, ближе ознакомились с предпринимательской деятельностью. Данные выпускники уже успешно реализуют свои идеи и проекты вне стен учреждения, успешно развиваются. Евгений Комарицын рассказал, что сотрудники бизнес-инкубатора на протяжении всего времени, что он был резидентом, консультировали его по финансовым вопросам самоорганизации и многим другим. А самое главное, за предоставленное помещение бралась символическая арендная плата. Благодаря этому у молодого человека была возможность заниматься обучением детей и взрослых игре на гитаре, барабанах, а также записью фонограмм. У меня собралась целая команда желающих заниматься этим же делом совместно. И нам стало мало времени. Нам стало мало этого помещения,
В общем, чтобы увеличить, так сказать, количество действующих лиц и увеличить объем работы, нам пришлось искать новое помещение. Новое помещение потребовалось и Оксане Кайгородовой. Девушка на базе бизнес-инкубатора занималась правовой деятельностью, а конкретно помощью гражданам, попавшим в сложное финансовое положение. С учетом того, что мы уже выросли, моя компания выросла, мы начали расширяться. У меня уже есть штат, у меня есть команда, у нас уже 10 человек, поэтому нам нужно расширяться. У нас очень сильно загружено население кредитами, и мы работаем не только по Ленску, мы работаем еще по всей России. Поэтому у нас очень много работы. Молодые люди сегодня стали первыми выпускниками бизнес-инкубатора. На его базе продолжает работать еще 12 резидентов. Род деятельности у всех разный. Это и оказание бухгалтерских услуг, организация дополнительного образования, производство мыла и сувенирной продукции, также изготовление кондитерских изделий. В бизнес-инкубаторе еще остаются свободные помещения, и его коллектив всегда рад новым резидентам. Светлана Болеева, Александр Личук, Ленск. Ну а в Якутске завершается строительство первого в республике крематория. Объект является результатом концессионного соглашения между муниципалитетом и частным бизнесом. Крематорий призван решить два наболевших вопроса: как осуществлять захоронение в условиях дефицита земли и как удешевить комплекс ритуальных услуг. Удастся ли решить поставленные задачи, узнала наша коллега Анна Пшенникова. Намеченный на середину декабря ввод в эксплуатацию первого в республике крематория вызвал у горожан неожиданно большой интерес. Причин этому несколько. Во-первых, высокая стоимость привычного вида ритуальных услуг. Во-вторых, полное отсутствие эстетики на местных кладбищах, где в силу нехватки земли захоронения располагаются буквально друг на друге, а территория традиционно имеет неухоженный вид. Третьей причиной положительного отношения к новшеству является сама возможность альтернативы, которой у якутян до этого никогда не было. Я очень рада, я как раз детям говорила, что меня надо кремировать. Да, я за, двумя руками. У нас под кладбище места не хватает. Мне кажется, даже никто не ухаживает, заброшенное все. Лучше крематорий. У человека должен быть выбор прежде всего, и у родственников должен быть выбор, как они хотят попрощаться со своим близким. И также я знаю, что это намного бюджетнее, чем похороны. Думаю, что это будет для некоторых лучшим способом. Потому что некоторые, например, хотят хранить, например, своих родителей дома, как, например, там в других странах. С соображений эстетики ложить прах, на нем посадить дерево и подходить к дереву и говорить, что разговаривать то же самое. Это очень даже замечательная идея. По предварительным оценкам, средняя стоимость кремации составит 30 тысяч рублей, что на первый взгляд выглядит вполне доступно. Однако не все относятся к открытию нового ритуального предприятия с симпатией. Представители ритуальных услуг, в особенности небольшие ИП, уверены, что крематорий станет помехой их бизнесу. Кроме того, ритуальщики считают, что ожидаемая низкая стоимость кремации – это иллюзия. Ведь в обещанные 30 тысяч не входят погребальные аксессуары и дополнительные услуги, которые будут приобретаться за отдельную плату, а это, вероятно, сравняет стоимость того и другого вида. Минимальная сумма похорон 35 тысяч. Могила стоит 17 тысяч, туда входит выкопать, сруб, опустить, закопать. Также гробы, они у нас стоят от 6,5 тысяч и выше. Одежду берут самостоятельно. Мы предлагаем катафалк, венки. Если не вдаваться в финансовые детали, сам объект обещает стать без преувеличения достопримечательностью города. Небольшое здание, построенное по современным технологиям, будет вмещать в себя траурный зал с возможностью проведения прощания с церемонимейстером, печь, которая сможет осуществлять до 20 кремаций в сутки, очистные сооружения, позволяющие свести уровень вредных выбросов к нулю. Прилегающая территория, по заверениям владельцев, уже весной будущего года будет облагорожена и озеленена. Весной 2023 года у нас начнется строительство парка памяти. Это парк колумбариев, когда человек после кремации может взять урну, он также может ее захоронить в землю, также может поставить ее именно в парк памяти в колумбарии. Это будет уже отдельная история, это будет отдельная плата. Но мы, конечно, стараемся идти в ногу со временем, мы максимально все сделаем эстетично и красиво, чтобы человеку было, не то чтобы сказать приятно, но чтобы человеку, чтобы не было вот такого, мнения, когда он приходишь на кладбище, там кресты в разные стороны торчат, нету дороги. Мы максимально эстетично сделаем и все благоустройство, и сам крематорий.
До открытия городского крематория остается не более 3 недель. Кроме горожан, услугами предприятия смогут воспользоваться и жители Улусов. Владельцы считают, что даже с учетом перевозок услуга будет востребованной. Ведь в 21 веке любой человек вправе выбирать, как ему отправиться в последний путь. Анна Пшенникова, Павел Пахомов, Якутск. Якутию тем временем накрыла аномальная погода. Октябрь в этом году выдался очень теплым. В Вилюйской группе районов в конце октября идет проливной дождь. Такое явление удивило жителей нашего региона. В сети распространились видео с разных районов о необычных в такое время природных явлениях. По прогнозу синоптиков, к концу текущей недели ожидается понижение температуры до нормы минус 18-23 градусов. Дневная температура составит минус 10, минус 12. Синоптики сообщают, что в начале следующего месяца будет холода, а после снова наступят теплые дни. Помощь всегда приветствуется, особенно в трудную минуту. Вопрос о людях без определенного места жительства является одним из самых актуальных в столице республики. Различными организациями ведутся благотворительные акции для таких людей, одним из которых является отделение социальной адаптации в Якутске. Какая помощь оказывается людям, которые в трудной жизненной ситуации, узнала наша коллега Галина Чекурова. С похолоданием огромное количество людей, не имеющих дома, ночуют где попало, начиная с теплых остановок, заканчивая теплотрассой. Петр Сметанин ведет асоциальный образ жизни уже больше года. В теплое время года он спал под домами, а когда похолодало, перебрался в подъезды жилых домов, а когда везет, ночует у своих собутыльников. Как он нам рассказал, менять свою жизнь он не планирует, и его вполне устраивает то, как он сейчас живет. Деньги дают, кушать дают. Помыться, к ним захожу. Есть, друзей много. День похмеляюсь, а там нахожу места. Но не все думают так, как Петр. Некоторые все же хотят вернуться к нормальной жизни и делают для этого все необходимое. Одним из таких людей является Алексей Джулан. Он вот уже на протяжении 2 лет проживает в учреждении для социальной адаптации. Мне жить негде было. Мать убили. Отчим сам помер, а квартира была государственная, ее забрали обратно. Вот с тех пор мне не стало где жить. Здесь приятные работники, вежливые всегда, очень помогают. Не оставляют людей, как сказать, на произвол судьбы. Когда хотим, выходим на улицу подышать, 3 раза в день кормят. Так и разнообразие, телевизоры есть в палатах, холодильники. Врачи тесно работают с МВД республики и в короткие сроки стараются восстановить документы. Так Алексею уже сделали новый паспорт и на данный момент оформляют инвалидность. Я прошел уже почти всех врачей. Вот 27 числа этого месяца записан к кардиологу. Потом пойду за одобрением на МСЭК к терапевту и буду ждать решения комиссии. Скорее всего, если дадут 2-ю группу, то в дом-интернат поеду. Терех в текущем году помог уже более 220 людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. По словам персонала, отделения сюда обращаются не только со всей Якутии, но и люди из других регионов. Бывает, что они приехали на заработки, здесь попали в беду. Да, и вот буквально вчера к нам обратился молодой парень. Он приехал с Севастополя на заработки, и так как потерял документы, карточку, да, банковскую, он обратился к нам. Мы быстренько помогли ему, срочные социальные услуги предоставили. Он сегодня выезжает на родину. Вот содействие такое дело. Центр предоставляет большой спектр услуг. Тут нуждающиеся могут получить медицинскую помощь, психологическую и другую социальную поддержку. Об этом отделении знают практически все люди, ведущие социальный образ жизни. Только некоторые из них добровольно обращаются за помощью. Но, как мы ранее и сказали, Петр Сметанин не из их числа. Это болезнь тоже. Как привычка. Болезнь. Короче, это... Я не могу уже в квартире жить. Я уже как дикий человек стал. Таких организаций, как Терех, в республике большое количество. Каждый нуждающийся может к ним обратиться и получить необходимую помощь. Но, как оказалось, не каждый человек готов взять свою судьбу в свои руки. Галина Чекурова, Павел Пахомов, Артем Алексеев, Якутск.
Друг человека или опасность, подстерегающая за углом. Как в Нерюнгри решается вопрос с безнадзорными животными? Как обезопасить себя и детей? Иван Лазаренко искал ответы на эти и многие другие вопросы. В рамках действующего закона об обращении с безнадзорными животными проблема собак на улицах городов и поселков никуда не исчезла. Разве что теперь здоровью, а то и жизни жителей угрожают привитые, стерилизованные и маркированные, но по-прежнему бездомные и никому не нужные собаки. С наступлением холодов озлобленность животных становится сильнее, а значит и опасность в разы выше. Поступает обращение, заявление от граждан о том, что собаки нападают на детей, на взрослых. И как бы вот с этой проблемой нужно решать эту проблему. И пока решается этот наболевший вопрос, большую обеспокоенность родителей вызывает то, что теперь приходится провожать и встречать детей из школы. Ведь они даже при желании не смогут дать отпор своре озлобленных собак, которые видят перед собой беззащитного. Я не понимаю. Вот я вчера шел около администрации. Прямо рядом, там вон, где куча снега, целые стаи, штук 5 собак лежат. Ой, очень плохо. Кругом одни собаки, волкодавы, вообще ходить невозможно. Ну не видно, раньше больше было, сейчас что-то не видно. Вот у меня эксцесс был, что я прям сейчас паника у меня, когда я вижу собаку. Может, она и не злая, а я боюсь. Серьезно. Тут уже был такой, что на меня нападали. Ну, пытались, но я думала, если я упаду, они меня разорвут. Ой, это кошмар, конечно. Сама видела, как девочка маленькая шла и стая собак. И дело в том, что мужчина шел, и он собак отогнал, а девочку проводил к дому. Что ж, как мы видим, проблема существует, и кардинального ее разрешения в ближайшее время не предвидится. По словам главы города Ильи Гудошника, временной, но действенной мерой может стать строительство большого приюта, который будет работать на межмуниципальном уровне. Однако, как говорят специалисты, очень действенной мерой может стать и простая человеческая доброта и любовь к братьям нашим меньшим. Я обращаюсь к нашим гражданам, если у них есть желание приобрести животного, какую-то собачку. Очень много вы видели, наверное, щенков. То есть у нас двери всегда открыты, можно предварительно созвониться, приобрести, выбрать себе, чтобы оно не осталось бездомным. Очень хочется надеяться, что власти всех уровней, от которых зависит благополучие и безопасность жителей, как можно скорее смогут решить вопрос с безнадзорными животными раз и навсегда. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. С сегодняшнего дня начались мероприятия, приуроченные международному турниру по вольной борьбе. В преддверии старта мемориала выдающегося тренера Дмитрия Коркина спортивная общественность республики, участники и гости соревнований, вдова тренера Александра Семеновна Коркина, студенты училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева почтили память Дмитрия Петровича минутой молчания и возложили цветы к памятнику. Все выступающие отметили неоценимый вклад заслуженного тренера Советского Союза, давшего начало развитию вольной борьбы в Якутии. Имена его воспитанников вписаны золотыми буквами в историю олимпийского движения, ведь в этом году турнир посвящен 45-летию триумфальной победы Павла Пенигина, Романа Дмитриева и Александра Иванова. 12 международных стран приехали в такое время, когда у нас существуют санкции. Это уже большое достижение для международных турниров, которые проводятся внутри Российской Федерации. В следующем году у нас будет 95-летие Дмитрия Петровича Коркина, поэтому это будет... Сейчас мы сделали как репетицию, да, благодарны нашему главе республики Саха-Якутия Арсению Сергеевичу за то, что поддерживает и проведение этого турнира. Далее смотрите рубрику «Между тем». Ну а я с вами прощаюсь. В студии для вас работала Надежда Саханская. Всего доброго и до встречи в эфире. Это программа «Между тем». Я Дмитрий Аргунов. Говорю вам здравствуйте. Сегодня достаточно много аналитических материалов о том, как будут развиваться события дальше. Мнений и оценок много. Как много и достаточно спорных рассуждений. Конкретно по Херсону каждый может найти для себя любое мнение, и этот спектр мнений – это вполне закономерно. Дело в том, что в последние недели, а для вооруженных сил Украины еще раньше, обе стороны конфликта предприняли серьезные меры по противодействию утечкам.
Одно понятно, вокруг Херсона будет серьезное усиление действий. Об этом свидетельствуют все меры, предпринимаемые нашей стороной и противником. Херсон – это ключ к Крыму, водоснабжению, логистике. Херсон – это плацдарм на правом берегу Днепра. Херсон – это уже Россия. Если внимательно послушать выступление генерала Суровикина, а его мнению стоит доверять, однозначно именно на Херсоне готовится мощный удар, подобный тому, что мы наблюдали в Харьковской области. Думаю, уже этим заявлением Суровикин сильно взволновал украинских штабистов. Военные люди простые, не трепачи. Генерал Армагеддон просто сказал о том, что потери ВСУ при наступлении на город возрастут несколько раз по сравнению с Харьковской операцией. Значит, внезапности не будет. Город укрепляют, идет эвакуация жителей с правого берега. Поводов для беспокойства море буквально. Стоило бы посмотреть историю Великой Отечественной войны. Почитать, что случилось тогда, после подрыва Днепрогэса. О перепаде высот почти 150 метров почитать. И о высоте волны в 12 метров тоже. Данные взяты из заявления американцев от 28 января этого года. Между прочим, увидимся.